Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Заплати штрафы и живи спокойно. Если мы ездим согласно правилам дорожного движения, то и штраф вам никогда не придет. Как будут наказывать злостных неплательщиков в репортаже Александры Севастьяновой. Территория под присмотром учителей. Страшно, да, особенно когда дома большие, высотные. Почему старый обход по квартирам возмутил педагогов и кому не мила общественная нагрузка? Об этом Альбина Минибаева. Как глоток свежего воздуха. Надо? Природу сохранить. О том, как на Нижнекамском озере Пионерское удалось спасти рыбу, в сюжете Сергея Хайдарова. Последняя водка снята с производства. На мой непритязательный вкус помягче. О разновидностях купажа беленькой от ее дегустаторов узнал Рамиль Шайдулин. Символом верности долгу и служения Родине стал День защитника Отечества. Сегодня, накануне главного мужского праздника, в Казанском Кремле президент дал торжественный прием. Рустам Минниханов отметил, Татарстан гордится не только призывниками, которые достойны звания российского воина, но и героями нашего времени. Альбина Минибаева убедилась, что и на мужском празднике есть внимание к женщине. Накануне главного праздника мужчин можно позабыть о строевой выправке и дать волю чувствам. Военнослужащие тоже бывают эмоциональными, когда встречают своих коллег. Сегодня президент поздравил с наступающим праздником тех, для кого армия – это все. Это тост за всех защитников Отечества. И хочу пожелать здоровья и успехов. Каждый год на военную службу из Татарстана направляется более 8 тысяч призывников. Люди в форме хоть и кажутся непробиваемыми, но тоже волнуются, когда их отмечают. У полковника Алексея Шаповалова вся грудь усыпана наградами. Но от новой медали ордена за заслуги перед Отечеством эмоции это свежие. По призванию он спасатель, а вот на сцене поддержать пришлось уже его. Еле успокоился, правда, но немного тряслись ноги. Но когда президент обнял, чувствует, что я волнуюсь, говорит, все нормально, Бирзур Ахмед. На мужском празднике Клара Арсланова с письмами от своего отца, который пал на полях Великой Отечественной. Эти записи одни из последних. Орден Красной Звезды президент вручил уже дочери Асхана Исламова, командира кавалерийского полка. Очень хорошо помню, вот почтовые карточки были ведь раньше, там не открытка, просто почтовые. Так много было писем, но их потеряли сейчас. Это значит, он писал очень много. Президент отметил и тех, кто продолжает служить: молодые сержанты и рядовые, будущие защитники. Этот праздник для военных как день рождения, когда каждый подводит итог. Смог бы без службы. Думаешь, выбрал бы я другую специальность, кроме вот военной специальности? Я считаю, что я бы повторил бы тот путь, который я прошел. Президент вручил 11 наград врачу, родственникам погибших и военным. Эти те, для кого день создания Красной Армии не праздник ради галочки, а особенный день. Альбина Минибаева, Андрей Корсенский, ТНВ, Казань. В жизни всегда есть место подвигу, и он его совершил. Имя нашего земляка Марата Ахметшина сегодня увековечили мемориальной табличкой на стене Казанской 113-й школы. Здесь 20 лет назад только начинался его путь к военной карьере. В прошлом году капитан Ахметшин погиб в Сирии. А герой нашего времени – Лина Зинатуллина. Это наша служба. Так уж нам предписано. Посвятить жизнь Родине. Высшее звание Герой России наш земляк капитан Марат Ахметшин получил посмертно. Он родился в семье военного и всегда знал свое предназначение. Учился в Казанском артиллерийском, служил на Кавказе. 9 лет короткой, но яркой жизни прошли в 113-й школе, которая теперь носит его имя. Сегодня здесь появилась мемориальная табличка. У Марата Ахметшина остались жена и 3 детей. Для семьи он всегда был героем и без подвигов, и без званий. Младшая дочка, она по своей наивности, она, конечно, всегда о нем говорит. Говорит, что мой папа защитник, что мой папа герой. Он на самом деле не погиб. Он просто сидит наверху и защищает нас. В этом классе тогда еще школьник Марат Ахметшин сидел за первой партой и был примерным учеником. В школе его помнят стены, помнят учителя. Марата можно было запомнить, потому что очень огромные глаза были у ребенка, добрые.
такой ребенок был, что не к чему было придраться. Действительно, он пришел сформированный мальчик. Теперь и нынешние ученики, и еще многие поколения, глядя на табличку у входа, будут вспоминать подвиг героя, что когда-то учился в их родной школе. Лина Зинатульна, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. 21-я кнопка «Наша». Сегодня в Москве состоялось историческое для телеканала ТНВ событие. В Роскомнадзоре выбрали общедоступный телеканал для республики. Что стало решающим аргументом в пользу ТНВ и какие перспективы открываются в репортаже нашего собственного корреспондента в федеральной столице Дины Газалеевой. Утреннее волнение, презентация перед федеральной комиссией, голосование. И вот главный результат. ТНВ выиграл конкурс на право вещать на 21-й кнопке во всех кабельных сетях республики. Все члены федеральной комиссии, от которых зависела судьба нашего канала, единогласно проголосовали сегодня за ТНВ. Это означает, что у нас есть свой постоянный ресурс, что мы будем работать на 21-й кнопке. Все телезрители будут знать место канала ТНВ и его значение для республики. Это очень важно и это очень правильно. Конкурент ТНВ, городской канал, уступил, и теперь телеканал «Татарстан. Новый век» стал обязательно общедоступным телевидением региона. Напомню, еще совсем недавно перспективы всех региональных каналов страны из-за отсутствия третьего мультиплекса были очень туманны. Да и сегодня не для всех день стал удачным. Коллеги из соседних регионов Российской Федерации, наши соседи ближайшие, выходили очень расстроенные, не получив, не победив в конкурсе, и даже отменялись конкурсы. Вот действительно, это очень серьезная комиссия. Здесь сбываются надежды, но здесь же они и рушатся. К счастью, надежды ТНВ сбылись, и сегодня поздравления с победой стали поступать тут же на месте действия от коллег из Самары, Оренбурга и других областей. Что ты в Испании находишься, что во Франции, что в Германии, в Америке, ты видишь этот телеканал, и он родной. Везде свои люди. Вроде как регион не твой, да, но он родной, потому что родина. Главным аргументом за ТНВ, по признанию членов комиссии, сегодня стало то, что у телеканала «Татарстан. Новый век» собственное круглосуточное вещание. Ну и, конечно, поддержка национального контента, татарского языка и культур всех народов, проживающих на территории республики. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Яшов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Центробанк уведомил о том, что Акбарсбанк уведомил Центробанк о том, что на него идет информационная атака. Банк России внимательно следит за развитием ситуации и обращает внимание клиентов и кредиторов. Такая информация является недобросовестной и не соответствует действительности. Цитата от Центробанка. Акбарсбанк работает в нормальном режиме и обеспечивает полный комплекс операций для обслуживания своих клиентов. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Также главный банк страны сообщил, что оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы по поводу распространения недостоверных сведений. 1,5 миллиона рублей за информацию. Столько готовы выплатить тому, кто сообщит хоть что-то об убийстве студента из Республики Чад. Об этом сегодня объявил президент Рустам Минниханов. Напомним, тело 24-летнего студента КФУ с множественными ножевыми ранениями обнаружили на улице Аделя Кутуя, Казани. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. МВД просит обращаться по телефонам, указанным на экране. Неплательщикам штрафов специальный наряд до 15 суток. В этом году 350 татарстанцев угодили в камеру за свою безответственность. Всего-навсего вовремя не платили штрафы. Наказывать будут еще жестче, сообщил сегодня главный автоинспектор республики. Как судебные приставы и ГИБДД научат водителей пунктуальности. Александра Севастьянова. Альметьевск, 16 февраля. Водителя «Хонды» задержали на 3 суток. Вовремя не оплатил штраф за нечитаемые номера. А это уже бавлы. 15 февраля. Штраф 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО. Автовладелец проигнорировал. Поэтому и для него новые апартаменты на 3 суток. С начала года в Татарстане за неуплату штрафов 345 человек получили до 15 суток. К ответственности привлекли более 6 тысяч нарушителей-неплательщиков. Есть такое мнение, что очень много камер стоит, постоянно штрафы приходят и так далее. Я еще раз хочу сказать, что если мы ездим согласно правилам дорожного движения, то и штраф вам никогда не придет. На камеры пенять не стоит. К тому же, как выяснилось, приборы фото- и видеофиксации помогают выйти на след преступников. Так раскрыли порядка 3000 уголовных дел. Вся информация этих приборов заносится в автоматическую систему паутина, по которой
сотрудники уголовного розыска в том числе просматривают все интересующих автомобили. Интересующие автомобили просматривают и судебные приставы, а затем арестовывают, но только в том случае, если задолженность по штрафам больше 50 тысяч рублей. В 2015 году судебные приставы арестовали 76 машин, в 2016 почти 300. В этом году арестов автомобилей будет еще больше. Тщательнее следить за водителями поможет новое оборудование. Если раньше камера работала так, что задерживалась машина по одной полосе движения, сейчас камера фиксирует несколько полос движения. Можем автомобили одновременно остановить 3 автомобиля и на все наложить арест. Так что в этом году арестов будет намного больше. Другая мера наказания не более приятна. Уборка улиц, помещений, мойка окон и другое. На обязательные работы только в прошлом году отправились 5000 татарстанцев. Александр Севастьянова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Песцах умерла беременная женщина. Она была на 7-м месяце. Наблюдалась в отделении патологии беременных районной больницы. Как сообщает Минздрав, женщина с детства страдала хроническим заболеванием нервной системы. Ночью состояние пациентки ухудшилось, не помогла и реанимация. Возбуждено уголовное дело. Комиссия Минздрава Республики в составе ведущих специалистов акушер-гинекологов выехала на проверку в Спецпричинскую ЦРБ по факту внезапной смерти беременной женщины. По предварительным данным, женщина страдала с детства хроническим заболеванием нервной системы. Ухудшение состояния наступило внезапно в ночное время. Реанимационные мероприятия проведены своевременно. Окончательная причина смерти будет установлена судебно-медицинскими экспертами. Бунт против обхода некоторых учителей Казани не устраивает традиция от Управления образования города отправлять педагогов по квартирам. Так, научным способом они собирают информацию о будущих первоклассниках и составляют социальный паспорт семьи. Альбина Минибаева узнала, почему дедовский способ сбора информации смотрится старомодным. Знаем уже, в какой квартире кто живет. Так, кого нету, где пустует квартира, поэтому не так уж и страшно. Обход по квартирам для учителя математики Натальи Николаевны не так безопасен, как по коридору родной школы. За 10 лет педагогического стажа страх притупился. С приказом управления образования не поспоришь. И остается искать плюсы от такой общественной нагрузки. В нашем районе, в районе нашей школы, еще все-таки не так много домов, а я посмотрела в других школах, там практически домов достаточно много приходится на одного учителя. Поэтому, чтобы обойти все дома, нужно очень много времени. Управление образования подтверждает наличие приказа, по которому отправляют учителей по квартирам. Делается это минимум 2 раза в год. Эта работа действительно ведется она на основании закона. Без этой работы не обойтись. Так называемая общественная нагрузка разделила педагогов на тех, кто согласился и нет. Недовольные высказались в социальных сетях, но в 174-й столичной школе есть и те, кто открыто отказался. Матерятся вот такие вот есть, пьяные открывают, разные жильцы есть. И вот из-за этого у них как-то нервы не выдерживают, если у некоторых учителей, поэтому они не идут. Психологическую слабину дают молодые учителя. Задать вопрос о возрасте детей и где они планируют обучаться. Это еще не так страшно, пугают объемы работы. Один дом на одного учителя — стандарт общественной нагрузки. И если выпал старый знакомый микрорайон, то это считается большим везением. А вот пройтись по новым домам сравни с русской рулеткой, и здесь каждой квартире свой особый подход. Нужно быть спокойным всегда и всегда относиться с улыбкой, задавать вопросы. Всегда мы сначала здороваемся, потом извиняемся. Почему в 21 веке, когда везде электронный документооборот и межведомственное взаимодействие, учителям приходится вручную собирать информацию, в городском исполкоме свое объяснение? Выявляют детей, подлежащих обучению, а также ведут работу по минимизации детей, находящихся в социально опасном положении. Это нужно для того, чтобы мы подготовили учителей, подготовили открыть количество классов, количество кабинетов. А вот наши эксперты считают, что риски неоправданы, если стучаться к незнакомым, то хотя бы в компании участкового. Есть приказы внутренние между госорганами о том, что если информация доступна, можно получить посредством внутренней связи, посредством электронного обмена документами, тогда, конечно, они должны запрашиваться. Это, наверное, проще и безопаснее. Позиция Минобрнауки однозначно: учителя должны учить детей, и любая общественная нагрузка должна быть только добровольной. Используя потенциал наших учителей, собирают много информации. Мы считаем это недопустимым. Насчет этого мы направили соответствие письма на имя глав администрации. Еще раз обратились к тем службам, в которых всю информацию можно получить через
Open Татарстан через открытый Татарстан и через Едутатар.ру. Единственный плюс обходов – дополнительный отпускной день учителю. Так и мотивируют педагогов и притупляют их страх. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. В Челнах сегодня сдали дом на 143 квартиры по программе социальной ипотеки. Новое жилье получили 4 ветерана, молодые, многодетные семьи, сотрудники бюджетных организаций. В рамках программы сданы уже 13 домов в новом микрорайоне Замеликесье. Набережные Челны попали в программу территории опережающего развития. Об этом шла речь уже на отчетной сессии Автограда. Премьер-министру показали достижения промышленности и презентовали разработки резидентов ТАСЭР. Сейчас на вступление в территорию опережающего развития заявление подали более 30 фирм. Подводя итоги 2016 года, хотел бы и от имени президента республики, и от своего имени выразить слова благодарности. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Как глоток свежего воздуха. Надо? О том, как на Нижнекамском озере Пионерское удалось спасти рыбу, в сюжете Сергея Хайдарова. Последняя водка снята с производства. На мой непритязательный вкус помягче. О разновидностях купажа беленькой от ее дегустаторов узнал Рамиль Шайдулин. Более 17 тысяч татарстанцев в минувшем году получили уголовные наказания. Такие данные сегодня привели на отчетной выборной конференции судей республики. Как здесь отметили, из-за обилия дел нагрузка на служителей Фемиды увеличилась. Как показывает судебная статистика, в республике чаще стали нарушать правила дорожного движения и трудовое законодательство. При этом меньше стало хулиганства и бандитизма. Всего судами Татарстана в минувшем году было рассмотрено более 850 тысяч дел. В текущем году мы продолжим работу по размещению судебных участков мировых судей в помещениях, отвечающих современным требованиям. В завершение хочу поблагодарить вас за работу и пожелать дальнейших успехов и благополучия. Электромобили, трамваи без проводов и необычные электроустановки для ЖКХ. Как приспособить передовые разработки водородной энергетики для нужд татарстанцев, обсудили сегодня на заседании Татнефтехим Инвестхолдинга. Каким разработкам ученых Москвы и Санкт-Петербурга в республике хотят дать зеленый свет? Дмитрий Аренин. Мы стоим на грани реального воплощения всех этих проектов. Это грань, за которую человечество вот-вот перешагнет широкими шагами, водородная энергетика и порожденные ею топливные элементы. Опуская некоторые технические подробности, поясним, что суть процесса в том, что водород и кислород можно объединить в молекулы без горения и при этом получить тепло и электричество. Тема очень интересная. На самом деле мир стоит сейчас на перепутье, как он пойдет. Да, большие ожидания там. Я в Америке, когда был, это было тоже года 3-4 назад, они говорили, что топливные элементы, серийное производство. Японцы начали, я не знаю, американцы делают, нет, на топливные? Делают да. Автомобили. Они как наиболее продвинутые, Америка и Канада сейчас. Да. И Япония продвинутые. Интерес Татарстана объясняет тем, что республика располагает углеводородами, а Танека призван производить водород. То есть это сырье можно применить для производства топливных элементов. Точно они будут в транспорте либо как гибридные, либо как основные установки. Поэтому если не начнем заниматься сейчас, то придется покупать чужие. Тут никуда не денешься. Сейчас в России тоже занимаются подобными разработками. Так представитель Санкт-Петербургского НИИ рассказал, какие наработки можно внедрить в Татарстане. Создание и оснащение энергоустановками на топливных элементах объектов автомобильного, железнодорожного транспорта, речного транспорта, жилищно-коммунальное хозяйство. Это тоже очень благодатная почва. Наверное, какую-то форму мы контакт с вами найдем. Добавим, что топливные элементы по сравнению с привычными источниками энергии более экологичны и обладают высоким КПД. Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Альметьевск сохранил свои лидерские позиции. В прошлом году в районе произвели продукцию почти на 300 миллиардов рублей. А аграрному сектору похвалиться нечем, хотя на сотнях гектарах успешно реализованы проекты «Ягодная поляна» и «Смородиновый сад». Создано овцеводческое хозяйство, однако все возможности в этой сфере тоже не реализованы. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на сессии в Альметьевске. Есть возможность нарастить поголовье скота. Сегодня на мясе, на молоке можно хорошо зарабатывать. Это хороший бизнес.
это загруженность людей, это обеспечение трудозатратами, трудом этих людей, которые живут в сельской местности. Народная водка от народных дегустаторов. Сегодня казанцы пригубили 40-градусные напитки. От их вкуса, послевкусия, аромата и консистенции зависит и судьба татарстанского алкоголя. Ведь новые рецепты будут опираться на мнение народных экспертов. О том, что сегодня о вкусах точно спорили, Рамиль Шайдуллин. Водка нового сорта появится скоро. Каким будет татарстанский алкоголь, решат рядовые казанцы. Одним за 30, другим чуть больше 20. Мужчины и женщины сегодня дегустаторы. Вы можете, например, сначала у всех образцов оценить аромат, потом приступить к дегустации. 4 вида внешне одинаковых водок, все разных сортов. 3 татарстанские, 1 российская. Одни к ней принюхиваются, другие распробуют. Какая водка лучше, все субъективно. Второй водки был неприятный резкий аромат. 4 же практически отсутствовал спиртоводочный аромат и не бросается в нос, то есть не режет нос. Пока предпочтение отдам, пожалуй, второму. На мой непритязательный вкус помягче. Основное условие – оценивать правдиво. Терпкая ли водка или мягкая, горькая ли она на вкус или нейтральная. Участники записывают в специальные бланки. По результатам побеждает продукт, не вызывающий никаких нареканий. Оценка в полном молчании. Никто не должен повлиять на выбор другого. Дегустаторы – посторонние друг другу люди. В фокус-группу попали через соцсети. Это эксперты от народа. Был указан электронный адрес, куда желающие могли отправить свой отклик, информацию о себе, обязательно указав род деятельности, свой возраст. Сегодня их мнение решает судьбу татарстанского алкоголя. По словам организаторов дегустации, новые виды водки появятся с учетом именно народного мнения. Угодить каждому потребителю – задача посильная, а вот не оступиться на пути к идеальному напитку – крайне щепетильная. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Кислорода рыбам. В Нижнекамске минувшей ночью волонтеры отправились на озеро Пионерское. Напомним, накануне мы рассказывали о массовом море, водоеме красноперок и сорожек. О том, как всем миром спасали живность, Сергей Хайдаров. Кошмар. Для озера Пионерское, что в Нижнекамске, такой мор рыбы – нонсенс. Люди часто приезжают сюда на отдых, и место считается рыбным. Новость о том, что красноперки и сорожки задохнулись, быстро разлетелась по городу. На место ЧП отправились волонтеры и сотрудники рыбохраны спасать живность. Для того, чтобы как-то исправить ситуацию и спасти рыбу на озере Пионерском, активистам и сотрудникам рыбохраны пришлось вооружиться коловоротами и сделать майны во льду. Именно вокруг них рыба и будет собираться стаями, чтобы подышать. Несмотря на все желание и помощь нижнекамских активистов, сотрудники рыбохраны уверены, что рыбу еще не спасли. По словам специалистов, озеро слишком большое и кислородных лунок может не хватить. Вы понимаете, озеро, оно как замкнутое, то есть при большой толщине льда оно глохнуть начинает. Единственное, что мы можем сделать с этими же активистами, любителями рыболова, то есть только делать вот такие непосредственно майны, чтобы как-то кислород поступал, и бурить озеро. Такая кислородная недостаточность ежегодная для мелких водоемов всей республики, и не везде хватает добровольцев. И дети потом наши вырастут, также будут ходить сюда, рыбачить. Что сказать? Надо природу сохранить. Совместные действия рыбнадзора и активистов стали глотком воздуха для умирающей рыбы. Но останавливаться никто не собирается. Рыбаки планируют сделать подобные спасательные работы регулярными. Сергей Хайдаров, Алмаз Кашаев, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Мама и 2 малолетних детей погибли в огне в Чистополе. Подробности через несколько минут. А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее в выпуске спорта и прогноз погоды. До свидания. Родимый край. Иного мне не надо. Здесь каждая тропа мне дорога. В июльский зной, в мороз и в снегопады он для меня заглавная строка. Группа компаний «ТАИП» поздравляет вас с Днем Защитника Отечества. Говорят, непрерывно можно смотреть на 3 вещи. Как течет вода, как горит огонь и на то, как работают другие. А еще можно смотреть, как развивается Казань Оргсинтез.
изо дня в день. Казань Оргсинтез. Непрерывное развитие. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Снегопад цен минус 25% на санаторные путевки. С заботой о вас. Санаторий «Крутушка». Настроение приносите. К столу мы уже все в пятерочке купили. Нам всего праздновать, не перепраздновать. Конфеты Карпунов. Ассорти и белая коллекция. 189 граммов по 199 рублей. Пятерочка выручает. Акция только в феврале. Газобетонные блоки по 2 800 рублей кубический метр и кирпич по 8,24 рубля штука. Хранение до конца мая бесплатно. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Татар эстрадасының үткәнен зурларга, бүгенгесе белән сыкланырга, киләчәге белән танышырга телисезме? 25 февраль көнне Пирамида концертлар залына килегез. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында очрашканга кадәр. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Рубине кадровые перестановки. Новым генеральным директором клуба стал Рустам Саяхов, ранее занимавший пост финансового директора. Решением попечительского совета футбольного клуба экс-генеральный директор Ильгиз Фахриев назначен председателем наблюдательного совета и спортивным директором футбольного клуба. Перестановки в руководстве направлены на дальнейшее повышение эффективности работы Рубина и достижение максимальных результатов. Тем временем команда продолжает находиться на испанских сборах. В контрольном поединке с норвежским Сарпсбургом казанцы сыграли в ничью 0-0. Следующий матч Рубин проведет 23 февраля, там же в Ла-Манге против норвежского Мьондалена. Действительно, стоит отметить, что ребята в обороне действуют лучше, прибавляют. В последних матчах мы мало пропускаем. Безусловно, это важный фактор для того, чтобы удачно выступать в чемпионате. 22 медали на международном турнире завоевала сборная Татарстана по ушу. Соревнования завершились в Москве. Третий международный кубок прошел по 6 видам программы. На высшей ступени пьедестала почета по различным видам оказались Идалия Гафарова, Камила Имангулова, Никита Титов, а также Ильяс Хуснуддинов. Причем Никита Титов завоевал сразу 3 золотые медали. Напомним, ушу – вид спорта, признанный Международным олимпийским комитетом и претендующий на включение в программу ближайших летних Олимпийских игр. И уже в эту субботу, 25 февраля, Казань примет очередной крупный хоккейный праздник, в рамках которого пройдет розыгрыш второго Кубка чемпионов ночной хоккейной лиги. Завершением хоккейного праздника станет грандиозный матч звезд. На лед выйдет команда правительства Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым, а также сборная ночной хоккейной лиги, в которую вошли легендарные хоккеисты: Александр Якушев, Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, известные политики, бизнесмены, артисты. Игра в Ледовом дворце спорта начнется в 6 вечера. Наш телеканал будет вести прямую трансляцию этого поединка. Не пропустите. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде через минуту, а пока вашему вниманию полезная информация. Боль в суставах и позвоночнике ограничивает не только движение, она ограничивает жизнь. Магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01» дает возможность остановить развитие болезни и вернуть суставам былую подвижность. В феврале купите «Алмак-01» по сниженной цене в аптеках города. Долгожданная акция. С 13 по 26 февраля снижаем цену на «Алмак-01». В аптеках 36,6 отличная и аптеках низких цен.
Спешите, количество товара ограничено. А теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки в Татарстане ожидаются значительные осадки. Температурный фон сохранится повышенным. На юго-востоке республики ожидаются снегопады, местами сильные. Ночью будет до -3, днем около 0 градусов. На северо-востоке облачно со снегом, ночью +1, днем же температура воздуха составит около 0 градусов. На севере Татарстана ожидаются снегопады разной интенсивности. Температура воздуха там составит около 0 градусов. На северо-западе тоже пройдет снег, температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 1 градуса тепла. На юго-западе ночью местами дожди +1, днем же местами снег, температура воздуха составит +2 градуса. В центральном районе республики тоже ожидаются сильные снегопады. Ночью будет около 0 градусов, а днем же до +1. В последующие сутки осадков станет меньше, но температурный фон сохранится. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 0 градусов. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 92%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.